12-13 июня в Астане во Дворце независимости прошли Дни горно-металлургического комплекса Казахстана. На ежегодной международной площадке встретились геологи, горняки и металлурги Казахстана, стран Центральной Азии и ведущих горно-металлургических стран мира. Главной темой форума, прошедшего в рамках Конгресса, стали перспективы технологического роста горно-металлургического комплекса в условиях нестабильной мировой экономики. Сегодня в международном секторе четко прослеживается тенденция снижения доступности полезных ископаемых. Компании все чаще сталкиваются с проблемами ухудшения качества сырья и горно-геологических условий. В отработку вовлекается месторождение с глубоким залеганием рудных тел и низким содержанием полезного компонента, техногенные минеральные образования. Сокращается количество резервных запасов полезных ископаемых. Другими словами, простые решения давным-давно ушли. Именно поэтому добывающие и перерабатывающие компании все больше уделяют внимание инновационным технологиям и решениям. Сейчас по крупным предприятиям реализуется программа модернизации. Это по Сулору, Казахмыс. Где-то идут более быстрее, где-то более медленнее, но в целом все компании ориентируются на серьезную модернизацию, на повышение роста производительности, снижение себестоимости и повышение уровня энергоэффективности. Казахмыс завершает разработку уникальных технологий для рентабельной переработки упорных окисленных, смешанных труднообогатимых и изобалансовых сульфидных руд жезказганского месторождения и выходит на стадию подготовки предпроектного ТЭО. Для этого была проведена ревизия всех видов медсодержащего сырья, ранее не вовлекавшегося в производство и не подлежащего переработке традиционным способом. Это позволит восполнить сырьевую базу региона, увеличить полноту выемки запасов из недр, наиболее комплексно и рационально использовать минеральное сырье, обеспечить рентабельность выпуска катодной меди. За 80 лет эксплуатации жезказганского месторождения из недр было извлечено более 1 миллиарда тонн руды, что составляет 75% от общего количества запасов. В случае успешного завершения ТЭО применение инновационной технологии позволит практически полностью исключить техногенное воздействие производства на окружающую среду. На десятилетие будет продлен срок эксплуатации действующих рудников и обеспечена занятость населения.